Открывая встречу, президент Аслан Джани выразил благодарность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за помощь в период пандемии коронавируса, отметив, что системы здравоохранения Абхазии и России очень интегрированы, и медицинский форум имеет важное значение. Друзья познаются в беде. Этот постулат, он общеизвестен. И неоднократно мы своими взаимоотношениями подтверждаем и подтверждали справедливость этого подхода. Все врачи, которые работают в Абхазии, получили образование в учебных заведениях Российской Федерации. Мы можем говорить о том, что наши системы здравоохранения очень интегрированы. И вот форум, на который вы приехали, конечно же, в плане взаимодействия, в плане повышения профессионального уровня, обеспечения всем необходимым здравоохранения нашей республики, наше население имеет огромное значение. Вы своим личным присутствием подняли авторитет этого форума, и мы постараемся сделать так, чтобы эта традиция, которая заложена была в прошлом году, в обязательном порядке продолжилась и в будущем. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в свою очередь сказал, что врачебная помощь друзьям, братьям из Абхазии превыше каких-либо условностей и рисков. Мурашко также отметил, что ежегодно Россия выделяет более 45 миллионов рублей на реализацию соглашения с Абхазией об обеспечении лекарственными препаратами граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в республике. Продолжается оказание медицинской помощи. В 2023 году в общей сложности более 7,5 тысяч граждан Абхазии получили медицинскую помощь, включая 104 человека высокотехнологичную дорогостоящую помощь получили в клиниках Российской Федерации. Ну и ключевая, конечно же, история – это вопрос подготовки специалистов, потому что именно грамотные, квалифицированные специалисты являются основой здравоохранения любой страны. Сегодня в российских вузах подготовку проходят 144 гражданина Абхазии. Фактически мы сегодня выпускаем по сравнению с допандемийным периодом в 2 раза больше выпускников. Мне кажется, нам нужно еще посмотреть вопросы взаимодействия по среднему медицинскому образованию, потому что подготовка среднего медицинского персонала – это важный элемент в целом работы медицинских организаций по новым подходам, использованию уже клинических рекомендаций современных. Ну и мы имеем договоренности сегодня по послевузовской подготовке специалистов. Это очень важно, находиться в тренде современных знаний, современных технологий, поэтому мы безвозмездно готовы помогать по обучению послевузовскому специалистов, отрабатывая технологии, методы лечения для того, чтобы эта помощь была качественной. За значительный вклад в развитие здравоохранения, заслуги в охране здоровья населения, организацию оказания эффективной и качественной медицинской помощи гражданам Республики Абхазия президент Аслан Джани наградил министра здравоохранения России Михаила Мурашко орденом Ахтзапша 2-й степени. Далее состоялся пресс-подход. Взаимодействие по линии здравоохранения у нас никогда не прекращалось. Особенно после признания независимости Абхазии Российской Федерации. В этом плане сделано огромное количество важных дел. Практически все учреждения здравоохранения восстановлены, отремонтированы. Это все при поддержке Российской Федерации. По разным направлениям работают программы повышения квалификации, лекарственного обеспечения. И ярчайшим примером нашего эффективного взаимодействия является период пандемии, когда мы столкнулись с этой не очень понятной для нас проблемой. Взаимодействие было налажено на очень высоком уровне. Постоянно вахтовым методом на территории Абхазии работали врачи из Российской Федерации, вы это помните. Дважды развертывался госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. И если подвести итоги этой работы, если посмотреть на такие важные цифры, как количество заболевших, количество умерших, процент летальности, в Абхазии картина значительно лучше, чем во многих государствах и даже, может быть, в некоторых субъектах Российской Федерации. Все это благодаря самоотверженному труду наших врачей, выпускников российских вузов и вашей поддержки, за что мы никогда не устанем говорить вам слова благодарности. И в дальнейшем будет так, будет еще лучше. Поэтому министр здесь, проблемы есть, конечно же, мы их будем решать поэтапно, потому что здоровье нации, как и в Абхазии, как и в Российской Федерации, это приоритет номер 1. Мы
Сегодня уже имеем ряд программ, по которым совместно ведем оказание медицинской помощи, так и в том числе программы по лекарственному обеспечению, по подготовке кадров. Но сегодняшняя встреча в рамках форума, я думаю, что как раз даст новый толчок в развитии. Нам необходимо после пандемии сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медико-санитарной помощи. Поэтому все это является предметом наших переговоров и участия специалистов, в том числе присутствуют ведущие специалисты в области инфекционных заболеваний сегодня, которые позволят в том числе и выработать ряд мер по сдерживанию развития инфекционных болезней, ну и, конечно же, по оказанию медицинской помощи. Ну и ключевым сегодня таким одним из событий это подписание меморандума с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Уровень готовности должен быть высокий, и, соответственно, при необходимости силы и средства должны привлекаться. Поэтому для нас это сегодня тоже такое знаковое событие. И я очень признателен президенту Абхазии, поскольку его внимание именно и его задачи по развитию здравоохранения являются ключевыми для того, чтобы наше сотрудничество состоялось успешно. Альга Трапшраму Камки, Абхазское телевидение.